Geç yaşıyoruz. Тау Виктем Туннеш Мелантямусет и урок. Мы у нас сегодня 8-й урок. Удмурткыл карантиндерья. Тимоне Кылышкодея. Вы меня слышите? Тоже мой. Ускишко интернет у мой ужалось. Я надеюсь, что интернет будет хорошо сегодня работать. Вот, ожьен ойдова куцком. Давайте начнем. У нас сегодня тоже будет такая грамматическая тема большая. Значит, сегодня у нас по плану. Во-первых, мы вспомним то, что изучали на прошлом занятии, чтобы закрепить. Дальше мы возьмем дательный падеж в удмуртском языке. Возьмем две модальные конструкции. Одна будет немножко посложнее, вторая полегче, сразу скажу. И урок выбода кырджан. На каждом уроке по песне. Вот, мы тоже это посмотрим. Вот, во-первых, давайте вспомним то, что мы изучали на прошлом занятии, и также посмотрим, немножко откомментирую те домашние задания, которые от вас получила, на что бы я хотела обратить внимание, да. Во-первых, Талбаджим Кингуртеуш Зекеляс, спасибо, кто прислал домашнее задание. Вот, значит, смотрите. Тут вот употребление слова «вань» есть, имеется. Я вам еще лично отвечу, те, кто прислал сегодня, я вам лично еще отвечу по вашему домашнему заданию. Вот, а сейчас я хочу, чтобы это все услышали, потому что это действительно бывают такие ошибки часто. Вот, смотрите, ее волосы рыжие. Мы здесь не употребляем слово «вань», потому что слово «вань» здесь излишне. Мы его употребляем в том случае, если в русском языке вы скажете «есть, имеется». То есть у нее есть рыжие волосы, это звучит так, как будто бы у нее в шкафу шкатулочка с рыжими волосами. Если эти волосы прямо на человеке, это его часть, то тогда мы не говорим слово «вань». «Солен ершиес горд» или «солен горд ершиес». Можно и так сказать. Вот, то есть горд можно переставить и до, и после поставить, потому что оно в зависимости от позиции будет либо сказуемым, либо определением в этом предложении. Но вот что касается морщин и веснушек, бороды и усов, то мы уже их говорим «имеется, есть». Ну, скорее всего, потому что это что-то такое нестандартное. То есть не у всех же есть морщины, веснушки, борода и усы. Вот, видимо, поэтому мы уже скажем их через «вань». У него есть борода, но мы так и говорим, хотя можно сказать и у него борода. Вот. Но в удмуртском языке, там, где мы указываем, что у него есть борода, то тогда «вань». А если вы уже описываете человека и говорите, у него борода черная или седая, то тогда вы можете сказать без «вань». Дальше, ну вот, например, предложение, у нее есть муж или жена, то всегда через «вань». Или вот я вам специально выписала два предложения, чтобы вы почувствовали разницу. «Солен пурыш штанье звань». У него есть серые штаны. Это не означает, что они на нем. Возможно, что они лежат в шкафу. Да, просто они у него есть, имеются в наличии. «Солен штанье пурыш». Вот это уже, скорее всего, вот мы видим, смотрим на него и говорим, констатируем факт, что его штаны серые. Вот, обязательно «вань» ставим тогда, когда местонахождение чего-то где-то. Например, «бакчаямы эмешно сугон вань». У нас в огороде есть малина и лук. Да, то есть «вань» здесь передает именно наличие этого, что они растут. Вот, и дальше еще такая тема, я ее не беру сейчас, потому что это обычно и не берут на начальном этапе, это уже скорее вот на более продвинутых, когда вы уже смиритесь и освоитесь с присутствием послелогов. Дело в том, что в удмуртском языке вот эти послелоги, они тоже могут присоединять лично-притяжательные суффиксы. То есть лично-притяжательный суффикс, он либо с существительным, либо с послелогом, то есть либо там, либо здесь мы должны указать принадлежность. Да, и вот в качестве примера, давайте сначала посмотрим, «коркамы щерын». Для вас это более понятно, да, «дом наш и за ним». Вот.
Но более такой частый вариант, употребляемый вариант – это коркащерамы. То есть вы вот этот «мы», суффикс лично притяжательный, из существительного перекидываете на послелог, а дом остается без ничего. Или над нашей головой, да, «ермывать-сын». «Ер» – голова, «мы» указывает, что это наша. Вы можете сказать так, «ермывать-сын» – это понятно для носителя, но есть еще абсолютно аналогичный вариант «ервать-самы». То есть лично притяжательный суффикс присоединяется к послелогу. И вот то же самое, что я вам писала вот к описанию картинки про семью, там, где они за столом сидят. Поэтому ал-вылаз, потому что ал-вылын – это на коленках, ал – это коленка, а вылын на, да, поверхности послелог. Вот. И когда вы вставляете дедушку, то надо сказать, что на его коленках, поэтому ал-вылаз, вот это «зе», медуза, да, где, вспоминайте суффикс третьего лица «зе», указывает на то, что это коленки дедушки, и на них находится кто-то или что-то. И то же самое будет с бур-палас. Но это я еще раз говорю, это вот как бы это уже следующий этап, то есть вам сначала надо освоиться просто с послелогами, что они есть, как их употреблять, как с ними жить. Вот, а лично притяжательных послелогом это уже следующий шаг в изучении удмуртского языка. Так, давайте идем дальше, и мы с вами вспомним, повторим то, что мы... И да, те, кто не прислал домашние задания, вы можете совершенно спокойно еще их присылать, присылайте, потому что это и дает мне понимание, что вы освоили, что не освоили. И плюс, мне кажется, это хорошая практика, когда вы пишете. Вот поэтому присылайте, и если вы напишете там вот несколько текстов, да, я жду от вас. То есть один – это описание картинки, когда сидят вокруг стола, там фокус на локальных падежах, фокус на описании человека и вот на послелогах. И есть картинка там, где королевская чета, это Меган Маркл и Гарри, вот, и их тоже надо описать, тоже присылайте мне. Плюс третье описание, опишите себя. Если не возражаете, в общем, присылайте описание себя. Вот, ну что, давайте вспомним с вами конструкции желания и нежелания. Да? Во-первых, нам нужен родительный падеж, то есть тот, кто хочет, не хочет, он у нас в родительном падеже. Дальше мы делаем отглагольное существительное из глагола, да, за счет суффиксов «м», «ем», «м», и к ним добавляем лично притяжательный суффикс, и плюс добавляем «поте», «укпот». «Поте» хочется кому-то, «укпот» не хочется. Вот, я надеюсь, что это у вас еще в памяти, поэтому давайте попробуем сделать предложение. Вот здесь я вам написала глаголы подсказки, раскидала в пространстве существительные, не подписав, что они означают. Здесь, соответственно, тоже глаголы раскиданы. Вот ваша задача вот русское предложение перевести на удмуртский. Давайте попробуем. Давайте каждый самостоятельно, а потом мы все вместе проверим. Давайте я вам даю 2 минутки, и потом вместе все посмотрим. Сразу освежайте в памяти, листайте тетрадки, листайте в голове. Все, уже очком. Работаем 2 минуты, круг минут. Так, Ойдола Эскерон, давайте проверим, кто сколько успел. У нас сегодня планов много, ужмы трос, много работы, поэтому мы начнем ажлань. Итак, кошка не хочет выходить из дома. Кошка – это третье лицо единственного числа. Хочешлен куаркаш потемез укпот, да, или укпоты, можно длинные фразы сказать. Я хочу сказать верамепоте. Да, здесь мы можем уже не использовать даже слово «мы нам», потому что за счет «е» после лично притяжательного суффикса «е» в отглагольном существительном мы уже понимаем, что речь идет обо мне. Дальше. Дети хотят спать. Здесь вы могли сказать НЛП и пенал, да, это синонимы.
Нолпиос лен и жемзы поте. Тут вот пинальос лен. Да? Должно быть обязательно лен и жемзы, потому что это третье лицо множественного числа. Если вы употребили глагол калыны, спать, да, тоже возможно такой, это более южный вариант. Мы хотим спросить юамны поте. Да, глагол юаны второго типа, поэтому мы отсекаем ны, ставим м к основе юа, получается юам, плюс мы, суффикс множественного числа первого лица. Ты хочешь поговорить верашкемеда поте или верашкемед потеа? И так вопросительная частица может и к этому, и к тому слову добавляться. Не хочу. Когда мы говорим просто «не хочу», это может быть ответ на вопрос «ты хочешь что-то там?», да? Укпот. Просто вот самый краткий вариант «укпот». Или даже может быть вариант «уг» просто. Или, если более длинно, «мынам укпот». Если там группа людей спрашивает, мама, например, детей спрашивает, «кинувен шичемес поте?» Кто хочет есть суп, да, спрашивает мама, и один ребенок говорит, что я вот не хочу, мы нам укпот. То есть он подчеркивает, что вот ему не хочется. Гости не хотят заходить в дом. Куносвен корка премзы укпот. Здесь помним, что корка у нас исключение, сюда суффикс падежа не встает. И куноос, множественное число, мы обязательно добавляем суффикс лен, потому что им не хочется заходить. Угу. Так, значит, здесь все сделали, да? Полагаем мы нам укпот, вопрос я читаю, полагаем мы нам укпот и мылу укпот не одно и то же. Мылу укпот мне не хочется, и мы нам укпот. Вы не можете сказать... Ну, грубо говоря, они одно и то же означают. Нежелание что-либо делать. То есть ты не хочешь есть. Вот на вопрос «ты хочешь есть?» мылы-укпот, ну, это вряд ли вы скажете. То есть мылы-укпот – это именно как настроение нет что-либо делать. Коркае, так нельзя сказать. Я знаю, что так некоторые говорят, но это не совсем правильно, потому что корка – это исключение, и в правильном удмуртском языке оно корка все-таки. Куда корка, откуда коркаш и так далее. Угу. Так. Да, дальше. Локальные падежи вспоминаем. Вспоминаем, что у нас два суффикса совпадают, да, суффикс «где» и «куда» у нас совпадают. У нас «я», и дальше идет лично притяжательный суффикс, да, «медуза» и «мы-дызы», вспоминайте. Вот, давайте попробуем это сделать, тоже делайте самостоятельно, даю вам минутку времени, а потом вместе все проверим. Ужасно. Угу. Учкишком, эскеришком, смотрим, проверяем. Итак, в моей сумке только ключи, да, статика, где сумка ям уштонгине, да, здесь ключи имеется в виду, что как категория, то есть мы не знаем, там 2 ключа в связке или 3, это не важно, то есть здесь подчеркивается, что только ключи, нет ни бумажника, ничего другого, поэтому здесь можно поставить только единственное число. Из твоего кармана выпал. Откуда? Да? Исы штыт ущис. Есть еще северное слово, оно такое более тюркское, и для тех, кто знает венгерский язык, например, оно будет более знакомо, джеб, жеб, да, венгерское. Вот, это более северный вариант. А кисы, ну, тоже, наверное, тюркское слово, оно такое более южное и литературное. В нашем огороде растет малина. Тоже статика, где бакчаямы эмеш буде. Здесь уже множественное число мы. В их огород лазим. Куда? Направление. Да? Бакчаязы паралляшком. Язы, понятно. Из вашей деревни парень. Гуртыштыды пияш. Угу.
Татынвань назвала, надеюсь, что здесь все было понятно, и все справились вот с этими заданиями. Вот, особенно со вторым, оно, мне кажется, было легче и понятнее. Просто надо здесь запомнить, заучить. Вот, ну что, давайте постепенно перейдем к падежам. То есть мы сегодня возьмем дательный падеж, и чтобы еще раз вспомнить, чтобы у вас отложилось, да, давайте посмотрим, вспомним. У нас 15 падежей в удмуртском языке, есть из них локальные, те, которые отвечают на вопросы относительно местоположения объекта в пространстве. Вот, давайте посмотрим, что мы с вами уже брали, что еще не брали. Вот смотрите, мы с вами уже изучали именительный падеж, то есть номинатив, да, это падеж нулевой, скажем так, к нему никаких у него суффиксов падежных нет, окончаний падежных нет. В простом склонении, в удмуртском языке два склонения, да, как я уже говорила об этом. Вот простое склонение без каких-либо суффиксов. Притяжательное склонение – это склонение, когда у существительного есть лично-притяжательный суффикс. Вот, в именительном падеже мы просто добавляем вот эти лично-притяжательные суффиксы. То есть гурте – моя деревня, гуртет – твоя деревня, гуртез – его деревня, гуртмы – наша, гурты – ваша и гурцы – их деревня. И дальше мы еще брали с вами родительный падеж. Он нужен был нам для притяжательных конструкций и в том числе для конструкции вот этих выражений модальности «хочется, не хочется». Здесь у нас показатель этого падежа суффикс «лен». И он легко присоединяется к лично притяжательным суффиксам идет. То есть притяжательное склонение здесь легко образуется в родительном падеже. Просто за счет суффикса «лен», который добавляется к личным притяжательным суффиксам. Вот. Дальше мы с вами брали 3 локальных падежа. Сначала мы их взяли в простом склонении, да, гуртын где, гурте куда и гуртыш откуда. А потом мы на прошлом уроке с вами смотрели эти же падежи, если у них есть лично-притяжательные суффиксы, то есть смотрели их притяжательное склонение. И что здесь произошло? Здесь произошло так, что падежный суффикс, он вклинился между корнем слова и лично-притяжательным суффиксом. То есть здесь произошел обратный процесс, в отличие от родительного падежа, например, да? То есть здесь у нас суффикс «а», он указывает на место, указывает направление, а после него мы уже ставим лично-притяжательные суффиксы. И то же самое вот с исходным падежом, то есть мы запоминаем «ишты», и дальше «медуза», да, во всех 3 лицах, и «мы-дызы» во множественном числе. Вот. Эти падежи мы еще не смотрели. То есть у нас в сумме получается, что мы взяли 5 падежей из 15, и мы взяли и в простом склонении, и в притяжательном склонении. Вот. Давайте посмотрим с вами дательный падеж. Но уже само название указывает на одну из функций этого падежа, указывает на то, кому отдают предмет или на кого направлено действие. Да? В удмуртском языке называется «щотон», от глагола «щотыны» – «давать». И вопросы этого падежа «кинлы» – «кому», то есть мы, видите, добавили к слову «кин» – «кто», суффикс «лы». И «малы» – «чему». «Ма» – это «что» или «марлы», да, с «р» еще вы можете услышать вариант. «Малы» считается литературным вариантом, «марлы» считается более таким диалектным вариантом. Здесь вы тоже видите суффикс «лы», который добавился к слову «что». У «малы» будет значение «чему», да, «почему» и «зачем». То есть это слово будет указывать и причину, и цель тоже. Но об этом чуть дальше и чуть подробнее. Итак, значит, уже в самом вопросе, очень часто в удмуртском языке, сам вопрос уже будет содержать суффикс, который нам нужен будет потом для ответа, скажем так, да, падежный суффикс. То есть дательный падеж у нас с показателем суффиксом «лы». В простом склонении очень легко образуется, то есть гурт плюс падежный суффикс «лы». С притяжательным склонением тоже ничего сложного. Так же, как и в родительном падеже,
у нас сначала идет лично-притяжательный суффикс, а потом уже идет суффикс падежа. То есть здесь запоминайте в связке родительные, дательные, они будут одинаково образовываться в противовес локальным падежам, да, которые мы изучали на прошлом уроке. То есть здесь у нас фактически, если вы запомнили родительный падеж, вам надо просто теперь «лен» заменить на «вы», на дательный падеж. То есть существительное образуется легко. Личное местоимение вам надо просто вот заучить, запомнить. Итак, вот мы смотрели в 3 падежах личное местоимение. В локальных падежах личное местоимение стоять не могут. Они только по вот этим объектным падежам меняются, по 8 падежам. Вот. В именительном падеже, да, вот, наверное, вот эти личные местоимения уже все запомнили. Mon, ton, so, mi, ti, sos. В родительном падеже мынам, тынат, солен, милям, пилят, сос, лен. Вы помните, что в родительном падеже показатель лен, как видите, он в третьем лице, скажем так, просыпается, а формы первого и второго лица их надо запомнить. Что и происходит в дательном падеже? Здесь тоже третье лицо является таким носителем маркера, а вот первое и второе лицо надо будет запомнить. То есть у нас было в родительном мынам, тынат, а здесь ы. Мыным, тынет, солы, милем-лы, или кратко милем говорят, то есть лы отсекают, тилет, вам, или тилет-лы, длинно, и сослы, им. То есть мыным, тынет, солы, милем, тилет, сослы. Да, здесь больше «ы» в единственном числе, здесь «ие» вариант. Постарайтесь запомнить и постарайтесь запомнить так, чтобы не путать их с родительным падежом, они, конечно, очень похожи. Вот. Давайте посмотрим, когда употребляется дательный падеж. Есть какие-то очень базовые, понятные вещи, да, в сравнении с русским даже. Во-первых, в дательном падеже будет стоять лицо, кому адресовано или по отношению к которому направлено действие. Пинальос песчанайлы кырджалу. Дети поют бабушке, то есть действие направлено на бабушку. Солы улмо щеточко. Я даю ему яблоко, да, то есть ему адресовано вот это яблоко. Дальше. Объектно-целевые отношения. Нюэскы эмежлы мынышко. Я иду в лес за малиной. Вот это уже, ну, по малину тоже, да, по-русски бывает говорят. Вот. Здесь эмежлы, этот вариант, когда добавляют суффикс дательного падежа, используется южанами. Северяне используют после лог понна. Нюэскы эмеж понна мынышко. У понна есть значение, мне кажется, в коме тоже есть понна, после лог, если я не ошибаюсь. Понна, он указывает и за что, и зачем, то есть и причину, и цель. Нина магазинне нянилымыне. Нина идет в магазин за хлебом. Угу. То есть это цель. Нина магазине нянь поннамыне. Северяне скажут через понна. Угу, да, пон, да, вижу. Вообще, да, в коме и в северном удмуртском, конечно, больше общего, чем с южанами, ну, потому что все-таки у южан было сильное влияние тюркское. Вот, то есть вот это менее обычная форма употребления, да, когда суффикс «лы» указывает на цель действия. Дальше, объект, результат. Этот вы уже знаете чуть ли не с первого урока. Удмурт кылыдышевске, учится удмуртскому языку, то есть чему, да, тоже более понятная вещь для тех, кто знает русский язык, потому что, в принципе, то же самое в русском языке. Дальше, вот это временные значения вот этого суффикса. Есть промежуток времени, в течение которого выполняется действие, да, по-русски «на» какой-то промежуток времени. Вот пример. Иван пинну на лы и жемане. Иван едет на 3 дня в Ижевск. То есть какой-то цельный промежуток времени, мы его четко обозначаем, что от до, то есть на 3 дня. Или к какому-то времени. Я что-то делаю в какой-то временной точке.
Вы орлы пельняньку тышко. На Новый год, к Новому году, да, леплю пельмени. То есть к этой точке временной я что-то делаю. То есть вот эти временные, какой-то период указываем, да, с по, как бы, да, на 3 дня, на неделю и так далее. Либо указываем к какой-то точке, что-то делаю. Дальше количественная разница. Я на год старше. Мон одик ареслы баджимгес. Здесь обратите внимание, про возраст мы говорим арес. Про год, 2020 год, мы говорим ар и так далее. Вот. А про возраст мы говорим арес. Дальше вот это такое, ну, как бы управление уже, можно сказать, регулярность указывается после логом БД, каждый. Но на БД школаевитве, он каждый день ходит в школу. Вот у меня в плане занятия, да, было урок БД кырджан, каждый урок песня. Здесь вы часто тоже будете видеть вариант калькус русского языка «хоть-куд нунал». Хоть-куд – это каждый, хоть какой, да, нунал день. Но более такой исконный удмуртский вариант – это нунал ЛБД. Вот интересно, как в коме и в марийском языке у вас какой вариант сохранился? Есть что-то подобное или тоже калькус русского уже? Вот. И еще такой последний пункт – управление глаголов и наречий. Они, может быть, тоже будут понятны, потому что в русском языке тоже требуют дательного падежа, но все же давайте я их вам отмечу. Значит, я радуюсь чему? Например, солнцу. Шундылы шумпотышко. Шинмашкны. Влюбиться в кого-то в русском языке, а здесь влюбиться к чему? К чему-то дательный, то есть, да, влюбиться, симпатизировать, шинмашкны, паймыны, удивляться, восхищаться. Я поражаюсь этому человеку, да, я восхищаюсь этим человеком, тоже будет дательный падеж. Оскны верить, верить в Бога, верить кому-то, это все будет через дательный падеж. Инмарлы оскишко, да, я верю Богу, буквально. Коркалы матын, близко к дому. Матын указывает на близкий, в общем, означает и требует дательный падеж. Пумит, против, например, против ветра. Толы пумит. Куле надо, это вот как раз у нас та модальная конструкция, которую мы возьмем, надо. Кельше яра нравится, тоже это отдельно еще обсудим. То есть что-то кому-то нравится, тоже будет через дательный падеж. Так, и тут был вопрос по вирнуналы, то есть мы добавляем к слову вирнунал лы суффикс, то есть там один из корня «л», а второй из суффикса. Вирнуналы буде милям удмур турок, да. Или вирнуналы буде удмур турок мы, да. Поймичко теории, я поражаюсь теории, ну да, да, если поражаюсь теории. Тынет поймичко, я поражаюсь тебе, тынет поймичко, да. Сейчас я сюда, может, запишу. Угу. И сейчас еще немножко примеров посмотрим. Поражаюсь тебе, удивляюсь тебе. Да, это может быть и в таком положительном ключе, и в негативном, то есть в зависимости от того, что вы скажете дальше. Да, то есть где мы еще дательный падеж употребляем, еще примеры. Коня-то надарес, сколько тебе лет? Это можете в свою копилку записать. Коня – это сколько, тынет тебе, личное местоимение в падеже в дательном, арес – лет. Да? Паймыны – это и восхищаюсь, и удивляюсь. То есть у него несколько значений, нужно будет смотреть контекст. Мыным Витя Арес, мне 5 лет. Сразу на себя перестраивайте, сколько вам лет, мыным там всегда 18 и так далее. Да? Евро как монетный буддист. Евро вырос на 2 рубля.
да, то есть здесь количественная разница, вырос на сколько. Мон гужем кважвышум потышко, я радуюсь летней погоде. Ужашка выквыщен мачкишко. Здесь по-русски звучит немножко странно, но я пыталась буквально перевести, симпатизирую буквально работящему народу, но суть будет в том, что мне нравится, я с симпатией отношусь к работягам, скажем так, к трудолюбивым людям. Вот. Ми библиотекалы матынулычком. Мы живем близко к библиотеке. Да, тоже постройте для себя в ваших реалиях, к чему близко вы живете. Мон метролы матын улычко, я живу близко к метро. Мон центрлы матын улычко, я живу близко к центру. То есть вы сразу пытаетесь перекладывать на свои реалии. Чему вы радуетесь, например, да? Я, например, радуюсь дождю. Мон зорлы шумпотышко, да? Или там, может быть, кто-то скажет, что он рад карантину. Карантинлы шумпотышко. Или карантин быремлы, да, шумпотышко. Там, если у кого-то уже сняли карантин. Сейчас, карантин быремлы шумпотышко. Да? Здесь мы тоже должны сделать отглагольное существительное, потому что это про окончание карантина. Дальше. Орлы буде заречь дуреветвичкомы. Каждый год ездим к морю. То есть здесь регулярность подчеркивается. Орлы буде. Да, ар – это год, вы – дательный падеж, буде требует как раз дательного падежа. Или вы встретите хоть куд ар, заречь дуреветвичкомы. Каждый год ездим к морю. Анай атайосы вид часлы концертемно. Мои родители идут на концерт к 5. То есть есть какая-то временная точка, и они идут, делают какое-то, совершают действие к этому моменту. И сравните. Вид часе концертемно. В 5 идут на концерт. Это не означает, что в 5 концерт начнется. То есть они в 5 идут на концерт. То есть они в 5 уйдут из дома. То есть, например, они должны к 6 прийти, квартилы, да? То есть можно без слова «час», мы можем к слову «вить» добавить суффикс «лы», то есть к числительному. А на 5 часов на концерт идут, можно так понять? Да, то есть если вы говорите суффикс «лы», может быть, концерт в 5:15 начинается, да? Но суть в том, что они в той точке, они будут к 5. Ну вот в венгерском языке, Таня, это там «öt oraro», да, вот это раз суффикс на 5 часов. Дальше цель, да, в следующем 9 предложении «эше вускаронье мороженое вы пыре» заходит в магазин за мороженым. То есть мороженое – это цель, поэтому в южном варианте скажут мороженое вы, северяне скажут мороженое понна. И есть такой новояз, кнтемьел, буквально замороженное молоко. Вот в учебнике Мары Малыша вы встретите именно так, но в живой речи так пока, к сожалению, не общаются. К Карняла Кошкишкоды вы уезжаете на 2 недели, то есть здесь у нас какой-то временной отрезок, в течение которого будет какое-то действие совершаться. К Карнялы, то есть на 2 недели вы уезжаете. Щу манетлы дуногез, дороже на 100 рублей. Да, здесь количественная разница. Угу. Так, надеюсь, что понятно. То есть это вот такие основные формы употребления дательного падежа. Угу. Посмотрим как раз конструкции модальные. Вот конструкция с дательным падежом будет конструкция долженствования. Надо или не надо что-то сделать. И здесь в качестве такой иллюстрации слова из народной песни. «Изно муно пилишкено адиамилы чидано». И камень, и земная твердь растрескиваются, но человеку надо терпеть, надо выдержать. Это вот такая характерная для удмуртов фраза, удмурты очень любят повторять: «Марка родна, что еще сделаешь? Чидано». Да, вот это чидано, чиданы,
Это терпение, выдержка, сила, то есть смирение в каком-то смысле, да. Вот. И как раз вы вот здесь видите адямилы чидано. Да? Чидано, вот эту форму мы сейчас с вами посмотрим. Адямилы, вы видите, что это дательный падеж. Давайте будем разбирать грамматически. Вот. Итак, смотрим. Да, чтобы сказать, мне надо уйти, мне надо терпеть, то есть положительное сделать предложение, у нас есть две возможности. То есть в русском языке для вот этой конструкции долженствования надо, не надо, должен, не должен, у нас есть два варианта, две опции. Первое. Дательный падеж с суффиксом «вы», да, плюс инфинитив, начальная форма глагола, плюс слово «куле», «надо», да, тоже правильно-угорское слово, «кел», по-фински, не знаю, как, ну как-то тоже, по-моему, через, нету «кюле» или что-то такое там, вот. И смотрите, что у нас, да, получается, «мыным кушкны куле», «мне надо уйти». Да, то есть дательный падеж, дальше начальная форма кошкины и куле, не надо уйти. И очень часто здесь говорят без дательного падежа, а с именительным мон кошкины куле. Но, к сожалению, этому никакого грамматического объяснения нет. То есть никто не может объяснить, как бы нету лингвистического исследования на эту тему, почему так. То есть это чисто интуитивно, что мыным кошкины куле – это, скорее всего, внешнее какое-то давление, то есть внешняя причина, почему мне надо уйти. Мон кошкины куле – это мой внутренний позыв, то есть я должен уйти. То есть скорее вот в том варианте, когда мон кошкины куле – я должен уйти, а мыным кошкины куле – мне надо уйти. То есть в одном я должен, в другом мне надо. Да? Но вот на данном этапе мы пока будем концентрироваться на дательном варианте, потому что вот этот вариант, он, во-первых, не описан в литературе, во-вторых, его нет в учебниках. То есть в учебниках все пишут, что надо мыным. При этом очень многие разговаривают через мон в определенных случаях. Да? И второй, более понятный вариант, более понятная опция, более компактная. Значит, как сказать «не надо уйти», но более компактно. Мы берем дательный падеж опять, кто является, да, как бы совершательным действием. Дальше идет глагол с суффиксом «оно», «йоно», «но». Дебитив называется он, если кто-то занимается лингвистикой, можете посмотреть. Вот. То есть мы должны из инфинитива, из начальной формы глагола, сделать форму «оно», «йоно», «но». Мыным кошконо. Все, мне надо уйти. Здесь нельзя сказать мон кошконо, то есть только мыным кошконо. Если не будет слова мыным кошконо, это просто надо уйти, все, безлично, да, мы не знаем, на кого это относится, к кому относится это действие. То есть вот две опции для того, чтобы сказать «мне надо уйти». Да? Если нам надо сделать отрицательный вариант, то очень легко встроиться вот к этому положительному варианту, мы просто добавляем слово will, нет, да, вот отрицательную частицу, которая у нас с именами используется. То есть мне не надо уходить, мыным кошканы куле will. Или мыным will кошконо, или мыным кошконо will. Тут will, оно может скакать и туда, и сюда, то есть нет у него четкого положения. И так употребляют. Вот. Еще на севере республики, может быть, кто-то из вас тут даже слышал, есть еще такой вариант, мне кажется, он, может быть, в коме тоже есть. Укул или укыл, да, не надо. То есть более емкая фраза от куле will, не надо. Северный диалект сократил до формы укыл или укул. Да? Но опять-таки вот этот вариант, он используется только на севере, южане о нем не знают, и его в учебниках, соответственно, тоже нет. Просто я так понимаю, что у нас здесь есть те, кто владеет северным диалектом, точнее, у кого родственники владеют северным диалектом.
Так, аналог в финском кулуа. Угу. Да, вот. То есть, да, то есть вот это куле, это такое профильно-угорское. Как мы образуем оно, йоно, но? Да, опять мы вспоминаем вот эти твердые дезел, нст. Йоно будет после мягких согласных, после мягких дезел, нст и глагола щины. То есть, видите, вожжены надо держать, будет вожжено. Щины есть, надо есть, будет щионо. Витины ждать, витено надо ждать. Оно после всех остальных согласных и после гласных тоже. Да, то есть тут надо добавить. То есть йоно только после мягких дезела нст и после глагола щины, то есть глаголов, которые на и основа заканчивается, а все остальное у нас будет с оно. Вузыны выть, вузоно надо выть. Мыныны идти, мыноно надо идти. Юны пить, юно надо пить. Кошкны уходить, кошконо надо уезжать или надо уходить. Да? Это вот для первого типа глаголов. То есть йоно после мягких дезел, нст и глаголов по типу щины, и оно для всех остальных гласных согласных, и но для глаголов второго типа, там, где у нас длинная основа, заканчивающаяся на гласную. Узыяны – собирать землянику, узы, да, узыяно – надо собирать землянику. Сураны – мешать, сурано – надо помешать, надо перепутать. Да. Юаны – спрашивать, юано – надо спросить. Угу. По коме не надо осков. Ну, кув, ну, ков – это тоже, скорее всего, от этого же корня, просто такая вот трансформация пришла. Угу. То есть, смотрите, вот эта же фраза, которую мы с вами взяли, «изно муно пилишкено, адиамилы чидано», мы могли бы ее сказать «изно муно пилишкено, адиамилы чиданы куле». Но не так будет поэтично, да, но значение будет то же самое. Надо терпеть. Вот. Абсолютно одинаково употребляются и та, и эта форма, то есть они взаимозаменяемы, они не ограничены каким-то диалектом, то есть абсолютно взаимозаменяемы и распространены. Давайте посмотрим еще примеры. Мыным нянь баштыны куэ. Да? Мыным нянь баштыну. Одно и то же означает мыным нянь баштыны куэ авыл. Если отрицательная форма, мне не надо покупать хлеб, мыным нянь баштыну авыл. Мне не надо покупать хлеб. Да? То все то же самое, то есть у нас здесь в отрицательной форме баштыны куле авел и баштоно авел. То есть вот авел у нас отрицательная частица. Если без нее, то у нас получается положительное предложение. То же самое без глагола, можем сказать просто хлеб нужен, да, то есть если какое-то существительное нам нужно, то мы используем вот это слово куле тоже. То есть оно не только для конструкции, а для вот таких коротких фраз тоже. Нянь куле, хлеб нужен, да, например, тебе хлеб нужен, нарезать хлеб. Ты нид, нянь куле, да, если нужен. Куле был, если не нужен. Ну или северяне скажут укы. Да, или еще пример. Эшалытунне экзамен счетуны куле. Или эшалытунне экзамен счетоном. То есть мой друг сегодня должен сдать экзамен. Вынужден сдать экзамен. Та ущарыш вунетоно эвел. Та ущарыш вунетуны куле эвел. Об этом деле не надо забывать. Отрицательная форма. Надеюсь, что все это понятно. Еще интересное употребление вот этой формы. Провела такой мини-опрос среди носителей языка разных диалектов, как они бы сказали, что «я хочу собаку». И очень интересно, что вот просто с существительным нельзя сказать «да, я хочу». То есть обязательно нужен либо глагол, как я и говорила, либо скажут «мне нужна собака», «мыным пуныкуэ», все четко. Но я ее хочу, значит, она мне нужна. Правильно? Поэтому вот это куле еще будет употребляться в значении
вот в таких конструкциях я хочу куклу, мне нужна собака, я хочу собаку, да. Вот. Или, если более длинном варианте, мы нам пуны вордене поте, вордены, да, со словом рождение, то есть я хочу завести, воспитывать собаку. Или есть такой северный вариант заводины, от слова завод. Завод в северном диалекте используется для слов вещи, барахло, скарб. То есть заводины, завести, приобрести какую-то вещь или предмет. Вот поэтому в заводе мепоте я хочу приобрести собаку. Угу. Вот, то есть это то, что касается вот этой формы. Давайте попробуем поработать с ней. Значит, смотрите, здесь у нас длинные варианты, да, пока я даже не буду говорить их перевод. Ваша задача из длинной формы «мыныныкуэ» надо что-то делать, сделать короткую форму с «оно», «йоно», «но». Да? Вспоминайте, «йоно» употребляется после мягких «дезлнст» и в глаголах как «щины», да, которые на «и» заканчиваются. «Оно» во всех остальных случаях, но после в глаголах второго типа, которые заканчиваются на гласные, да, там узыяны, ужаны и так далее, где у нас основа на гласную, ужа, узы, узыя и так далее. Вот, ужашком даю вам минутку времени, чтобы вы сделали это задание. А потом ваймы чош эскером, а потом все вместе проверим. Ужашком работаем. Учкишком, эскеришком, смотрим, проверяем. Угу. Итак, значит, мыныныкуэ, надо идти или надо ехать. Мыноно, да, то есть здесь у нас была твердая основа на «н», мыныны, отсекаем «ын», у нас остается основа «мын», мы всегда с ней работаем, да, до сих пор всегда с ней работали, личные суффиксы добавляли к ней. И получается, что мы добавляем «оно», потому что это твердое «н», и «жены кулэвэл», не надо спать, да, и «жены» у нас мягкое, и «жёно», поэтому вариант мягкое «дезлнст» требует варианта «йоно». Баштыныкуэ, надо взять или надо купить. Здесь у нас в основе твердое «т», поэтому баштоно, «оно». Тыл джуатыныкуэ. Да, свет, тыл – это свет, джуатыны – включить, надо включить свет. Если кратко, джуатоно, да, это у нас второй, это у нас твердое дезлнст, поэтому оно вариант. Шит паштыны кулэвэ, суп готовить или варить не надо. Глагол паштыны тоже с твердой дезлнст, поэтому здесь у нас паштоно вариант. Трос щины кулэвэ. Много есть не надо. Да? Здесь у нас вот щины как раз как исключение, он идет с йоном, поэтому трос щионовел. Много есть не надо. И чигес юныкуле, меньше пить надо. И чигес юоном, да? То есть вот здесь у нас вариант оно, потому что только йоно только с мягкими дезлнст и с глаголом щины. И чигес – это меньше, и чи – это мало, и гес – это сравнительный суффикс. То есть здесь у нас сравнительная конструкция получилась меньше. Трос – много и чи – мало. Угу. Так, мынышком ажвань, берыктоном, да, тоже поработаем самостоятельно. Здесь вот даны предложения, вам надо их перевести на удмуртский. Здесь я выписала рандомно те слова, которые вам могут понадобиться. Да? В принципе, все эти слова уже встречались вам когда-либо, даже в течение сегодняшнего урока. Вот поэтому давайте попробуем, если вам сложно там какие-то слова найти, попробуйте хотя бы схематично, то есть надо спать, да, то есть что это должно быть, какие две опции здесь возможны, да? Что там, какие слова, какие суффиксы будут. Давайте попробуем, да, то есть там, где надо, у нас еще раз
да, возвращаясь, чтобы вы вспомнили. Здесь у нас будут предложения как на дательный падеж, так и на конструкцию. Вот. Если говорить про конструкцию, вспоминайте, у нас конструкция дательный падеж плюс инфинитив плюс куле. Если мы хотим второй вариант, более емкий, то тогда дательный падеж плюс глагол оно, йоно, но. Да? И вспоминайте вот дательный падеж, какие у него есть опции, варианты употребления. Да? Если адресовано на кого-то действие, кому-то действие. Дальше цель, дальше он учится чему-то, дальше промежуток времени на какое-то время, дальше к какому-то времени, к какой-то временной точке, количественная разница, регулярность со словом «бд», то есть каждое сколько-то там, и определенные глаголы на управление. Давайте попробуем, а потом все вместе проверим. Угу. Так, давайте ужачком к минуту. 2 минуты я вам даю. Попробуйте. Это ответ, Ксения, на твой вопрос. Дать еще время? Или можем посмотреть уже? Молчание. Тогда смотрим. Сукучком и скером. Угу. Итак, ребенку надо много спать. Да, ребенку ныл пилы или пиналы трос и жено, или трос и жены куле. То есть здесь что у нас? Ребенок будет стоять обязательно в дательном падеже, потому что ему надо спать. Да? И дальше мы либо краткую, емкую форму используем и жено, либо берем длинную и жены куле на ваше усмотрение. Надо маме купить платье. Да, тут можно сказать моей маме или так далее. Да, я здесь пока взяла по умолчанию просто маме. Анайлы дерем баштоно. Да, либо короткий вариант баштоно, либо баштаны куле. То есть ей необходимо купить платье. Мы не знаем, кто будет покупать. Тут вот скорее надо купить, как безлично, и направить это действие на маму. Угу. Конечно, тут в зависимости от контекста могло восприняться как мама должна купить платье. Да, тут такой вариант тоже мог бы быть, но это вот в контексте тут будет играть роль. Ему не надо ходить на работу каждый день. Соли уже нуналы буде ветлоно овел. Или соли нуналы буде уже ветлоно овел. Да, то есть, во-первых, нуналы буде, мы поставили регулярность, нунал день, нуналы буде каждый день. Дальше ему не надо ходить, то есть здесь мы солы ставим обязательно в дательный падеж, либо ветлоновый, более компактный вариант, либо ветлоны плывел. Угу. Нам каждый вечер надо готовить еду. Милем или милемлы, да, длинный вариант, джитлы буде шион парано, или джитлы буде параныкуле, шион параныкуле. То есть либо краткий вариант парано, шион парано, да, готовить еду, либо шион параныкуле, длинный вариант. Джитлы буде опять регулярность, каждый вечер. Вам не надо много говорить. Пилет трос верашкуно эвел. Или пилет трос верашкуно эвел. Вам не надо много говорить. Либо компактный вариант, либо более длинный. Мне надо пойти к врачу к 2 часам. Да? Здесь, во-первых, к 2 часам временной, такой к какому времени, и мне надо пойти, то есть мне надо сделать какое-то действие. Мным эмьяш доры к часлымыноно. Мне надо пойти к врачу к 2 часам. Мыныныкулы могли заменить форму мыноно. Угу.
Эмьяжлы, так нельзя сказать. Нет, эмьяж у нас это слово врачующий, да, то есть у нас образовано от слова эмьяны. Сейчас я запишу. Это у нас было на первом уроке, если кто-то еще помнит, причастие настоящего времени. Эмьяны – это лечить. И мы из него делаем лечащего. Тот, кто лечит, это и есть врач, поэтому эмьяж. Есть еще множество других вариантов для слова «врач» в удмуртском языке. «Мчи» даже есть вариант, вот этот суффикс «чи» с татарского языка. Потом есть вариант «першал», да, от слова «фельдшер». Вот. То есть здесь «же» не может быть, потому что суффикс... суффикс причастия «щ». То есть здесь мы именно «щ» добавляем. Угу. Суффикс используется, если я хочу сказать, мне пришло письмо. Да, мыным гоштет виз. Ящ вы. Нет, здесь нельзя сказать ящлы. Почему? Ящлы – это врачу. То есть если я что-то даю врачу, да, тогда дательный падеж. Если врач что-то должен сделать, то тогда яшлы, там, врачу необходимо меня послушать. Яшлы моне кулсконо, да, или кулзоно. Вот. Но здесь я иду к кому? Когда мы идем к какому-то лицу в гости, на прием, то мы всегда используем послелог доры. Если мы уже там, то дорын, да, эмьяж дорын, я у врача. Я иду к врачу, эмьяж доры, но вы нельзя сказать здесь. А в случае с письмом можно сказать, что да, я получила письмо. Тогда будет мыным гоштет вуис, да, что мне пришло письмо. Угу. Угу. Так, я надеюсь, что здесь все понятно, да, то есть вот понятна эта конструкция, понятно использование дательного падежа. Можем идти дальше? Или есть какие-то непонятные моменты, которые хочется обсудить, прежде чем мы пойдем дальше? Понятно. Валамон, да, умой. Итак, мыноно дальше, ажвань мыноно. Угу. Манишком ажвань, тогда идем дальше. Возьмем еще одну конструкцию, она более легкая, более понятная. Можно, нельзя. Как сказать, можно, нельзя по-удмуртски. Татын адямилы уяны яра, но шпунылы уг. Да? То есть вот здесь человеку купаться, плавать можно, а собаке нет. Да? То есть здесь сокращенное от угьяра, просто не. Ну, наверное, для тех, кто знает татарский, марийский языки, вот эта яра, йора, она будет знакомой, да. То есть вот эти все таблички, которые мы видим в городе, они бы звучали по-удмуртски следующим образом. Пырыны у яра, входить нельзя. Пырыны входить, да, у яра нельзя, не разрешено. Тамак кысканы у яра, нельзя курить. В удмуртском языке тамак кысканы тянуть табак. По-удмуртски курить – это тянуть табак. Кожины угьяра сворачивать, поворачивать нельзя. Давайте посмотрим, как это все строится. То есть яра означает «можно». То есть даже в конструкции яра, да, просто вот вам ответили яра «можно». Тук-тук-тук, там, да, зайдите, яра. Угьяра нельзя, запрещено. Да, как в нашем примере было. Таты надямилы уяны яра, но шпунылы угьяра. Да, то есть здесь можно купаться человеку, но нельзя купаться собаке. То есть запрещено кому, разрешено кому. Можно кому, нельзя кому. То есть здесь понятно, да, как в русском языке конструкция можно, нельзя, кому, что делать. В удмуртском языке вот у этого же глагола есть еще, вот это, во-первых, запомните, что это законсервированная форма. Как форма поте укпот, куле, куле эвел,
яра, угьяра, это все законсервированная форма, они не зависят от того, какое лицо, какое число. То есть они будут немножко изменяться в прошлом, в будущем, и в настоящем мы сейчас берем, но они больше не будут меняться в плане числа и лица. Вот. У яра есть еще значение нравится, не нравится, да. Вот смотрите, яра – это нравится, тоже будет через дательный падеж. Кельше, ярашке – это его синонимы. Кельше – такой южный вариант, ярашке – северный вариант. Вот, то есть вы в учебниках, в литературе чаще всего встретите вариант яра и кельше. Ярашке – это вот прямо такой очень северный вариант. Угьяра не нравится, у кельши угьярашка. То есть у него есть и диалектные варианты, у кельши не нравится и угьярашка. Сомыным угьяра, он мне не нравится. Да? Пунылы уяны кельше, собаке нравится плавать. Да? Если бы было пунылы уяны яра, мы бы уже смотрели контекст. То есть пунылы уяны яра, надо было бы смотреть, можно собаке плавать или ей все-таки нравится. То есть здесь уже нужен был бы контекст. А с кельше такого нет, такой вариативности нет. Это просто нравится и все. В эстонском запреты начинаются с эры, в финском эле соответствует угьяра, но смысла можно там нет. Понятно. Так, смотрите, да? Посмотрим примеры. Солы кофе юны угьяра, солен щулны звище. Ему кофе пить нельзя, у него болит сердце. И для сравнения, солы кофе у кельши, зыны зугьяра, да? Ему не нравится кофе, ему не нравится его запах. Зын – это запах, зыны – его запах. То есть, смотрите, да, здесь у нас именно играет роль уже контекст, потому что в первом случае угьяра ему нельзя, а во втором случае ему уже не нравится. Танялы эскимо щины угьяра, сок кызена. Тане нельзя есть эскимо, она еще кашляет. И вариант не нравится, да, танялы эскимо угьяра. Солы емышины кельше. Тане не нравится эскимо. Она любит есть ягоды. Емыш – это ягоды, здесь тоже в единственном числе, потому что как категория. Нылпиослы татын уяны яра. Татын мур эвыл. Вот я написала, конечно, здесь контекст, да, но все равно может прочитываться и так, и так. То есть не совсем четкий контекст. То есть смотрите. Детям здесь плавать нравится, вот я как раз сама неправильно перевожу даже, детям здесь плавать разрешено, здесь не глубоко, мур – это глубоко, муравел – не глубоко, но в принципе это могло бы и перевестись как детям здесь плавать нравится, здесь не глубоко, здесь мелко, им здесь нравится, тоже допустимо. Нылпиослы татын уяны яра. Тылен чилкы твоескельше. Ты тоже финно-угорское слово, озеро. Тылен чилкы твоескельше. Им нравится чистая вода озера. Но здесь уже однозначно, да, что зависит, вот контекст такой, что им нравится вода, поэтому им нравится здесь купаться. Вот, то есть еще раз, да, у нас яра угьяра – это можно, нельзя. И также яра может соответствовать слову кельше нравится, и угьяра слову укельше не нравится. Угу. Вот. Так, ну что, пойдем дальше. Моночком айжвань. Угу. Так, мы с вами примеры посмотрели. Посмотрим примеры еще из учебника Мары Млыща. Вы потом дома, особенно те, у кого нет в окружении носителей удмуртского, вы, пожалуйста, обязательно слушайте Мары Млыща, там ко всем урокам есть аудио, чтобы вы интонацию, чтобы вы еще раз фонетику послушали. Угу. Сергей, Маротыны,
Ты над Ваня молтес ручкает, мы нам был, да? Смотрим, я буду переводить. Сергей, Сергей, что тебе? Маро, вот это О, это такая экспрессивная частица, она не несет никакого смысла, но она, ну чё, вот в таком ключе, да, дает некоторый оттенок, ну чё тебе, вот в таком ключе. И она, как правило, добавляется только к вопросительным словам, и это такой более южный вариант употребления. Маро, так чё, ну чё, вот такой оттенок есть. Ты ныть тебе, это дательный падеж, что тебе, да, ну чё тебе? Ты над Ваня мултес ручкет, у тебя есть ли лишняя ручка, да, мултес это лишняя, ручка, понятно, с суффиксом ед, у тебя, твоя. Если даже у нас нет чего-то, да, вот я тоже хотела на этом заострить внимание. Если мы даже строим отрицательное предложение, у меня нет ручки, она все равно моя, у меня нет моей ручки. Вот. Здесь поэтому тоже мы не знаем, есть ручка или нет ручки, мы в любом случае спрашиваем, есть у тебя ручка, твоя ручка, да? Может, она даже, может, он ее с утра у мамы взял, но все равно она к нему уже имеет отношение. Здесь частица «а» добавляется, да, потому что нет вопросительного слова. Мы нам, у меня нет. Дальше. Кычиманышкот. Куда ты идешь? Вулы вашкишко. За водой иду. Да? Здесь на два момента обращаю внимание. Вулы, да, во-первых, ву, тоже финно-угорское слово, вода, за водой, цель у нас у дательного падежа. Северяне бы сказали вупонна, да, я напишу вупонна. И вачкишко от глагола вачкны, спускаться. В удмуртском языке очень четко использует вот этот глагол вачкны. Например, к речке это всегда вачкны, потому что она всегда ниже уровня. Ну, если вы только не в другой деревне живете, где уровень выше деревни, да. Или, например, если ваш населенный пункт как бы есть верхняя часть и нижняя часть, а как правило в деревне есть такое, то вы поднимаетесь и спускаетесь, то есть вы из одной части деревни в другую поднимаетесь и опускаетесь. То же самое с соседними деревнями, в соседнюю деревню поднимаюсь или спускаюсь в другую деревню, да. Мои родители говорят маракуле вместо маратуны. Маракуле, да, что надо? То есть они говорят маракуле, что надо? Угу. Тут не дописала, вупонна. Ну ладно, вы поняли, вупонна. Угу. Ладно. Монтунне тондоры выктыны угбыгатышка. Я сегодня к тебе прийти не могу. Да, доры, вот опять таки обращаю внимание, к тебе, к человеку, если мы идем к человеку в гости или просто к врачу на прием, это всегда доры после лог. Выктыны, угбыгатышка, быгатыны не могу, да, здесь вот про этот глагол тоже уже, по-моему, говорила. Быгатыны образованы от слова быгыт, мышца. И изначально вот этот глагол быгатыны, угбыгатышка не могу, указывал только на физическую возможность. Ну, я не могу это сделать, да, потому что я физически не способен на это. Но сейчас уже все чаще употребляют как невозможность. И есть вообще-то конструкция, как сказать, что у меня не получается, как бы я не могу в силу обстоятельств. Я физически могу к тебе прийти, но в данный момент, вот в тот момент времени, в силу обстоятельств нет этой возможности. Вот. Но вот этот глагол «богатый», он замещает уже все, то есть и возможность, и физическую способность. Значит, возвращаемся, да, к диалогу, немножко лирики было. Я к тебе сегодня не могу прийти, малый, почему?
Да? Здесь вот для экспрессивности вы бы тоже могли добавить «малыо». Почему это? Да? «Мыным атаелы юртоно». Мне, моему папе надо помогать. То есть здесь глагол юртоно, юртыны, надо помогать. А валамон. Да, валамон, понятно. Здесь вот я вам даже выписала его, потому что вот этот суффикс «мон» где причастие, он соответствует английскому вот этому «был», то есть understandable, да, валамон. Угу. А какой глагол переводится, не могу, в смысле обстоятельств. Луэ. Мы лыктеме углу, то есть углу. Луны – это тоже финно-угорский глагол, да, луны – быть, становиться. Лыктеме углу от глагольное существительное плюс луны. Или лыктыны углу, невозможно прийти. Да? Вот. Кинулы гоштет келяшкот. Кому ты отправляешь письмо? Да? Дательный падеж. Сузерелы. Своей младшей сестре. Сузер – это младшая сестра, Е указывает, что это моя, вы – дательный падеж. Кычема солену жьосыс. Как у нее дела, как она поживает, как, буквально как у нее дела. Урода вел, алищуан из выдащащки. Легко запоминаемое слово в удмуртском языке. Урод – это плохой. Урода вел – неплохо, да, соответственно, мы делаем отрицание. Али – сейчас. Щуан – это свадьба. Щуанез – ее свадьба. Щуанез – лы к свадьбе, да. То есть дащащке – готовится. В удмуртском языке вот что существительное, что глаголы, вы можете прям по кирпичикам разбирать, и, как правило, очень четко видно, один суффикс, он будет иметь одно значение. То есть вот в русском языке бывают такие смешения, да, один суффикс, он и то, и это обозначает, как бы, комбинация значений. В удмуртском языке, как правило, один суффикс, одно значение. Вот как в слове «щуанезлы», «эз» – это ее, «лы» – это уже дательный падеж. Ты надкыча кино кельше. Какое кино тебе нравится? Уктодышка. Не знаю. Шугвераны. Сложно сказать. Шуг именно тяжело сказать, сложно сказать. То есть не про вес. Мыным Спилберген фильм Йосыс Тужматынеш. Мне фильмы Спилберга очень близкие. Вот здесь, если бы вы сказали тужматын, этого было бы достаточно. Эш на конце – это суффикс множественного числа у прилагательных. Он факультативен в удмуртском языке. Здесь он, скорее всего, уже под влиянием русского языка, его есть желание поставить. Вот. Он, как правило, только в постпозиции, если он сказуемый, тогда только встает, а в препозиции, вот когда в одиночку, он абсолютно излишен. Вот. Дальше здесь вот тоже хочу еще одну фразу сказать. Вот уктодышка, да, в удмуртском языке есть такая, ну вот я когда говорю по-русски, кто-то говорит, да-да, есть такое выражение, а кто-то говорит, что нет. Видимо, это и в русском языке какая-то диалектная история. Эйтед, ну буквально можно перевести как «не знай». То есть сокращение для, я не знаю, не знаю. Вот я прям так напишу. Эйтед. То есть здесь ты над кычакинокейше. Вы могли бы ответить эйтед. Ну, не знаю. Да, кратко очень. Соосмыным, но туж ярало. Они мне тоже очень нравятся, да, то есть, видите, здесь ярало, у яра может быть множественное число, то есть он может меняться как глагол, когда в значении «мне нравится что-то». Когда их много, то, что нравится, мы можем поставить их во множественное число. Малый пальпотишкот. Почему ты улыбаешься? Или чему ты улыбаешься? Да, здесь более корректно будет перевести, потому что дальше бужемлы шунатлы шумпотишко. Я радуюсь лету, теплу, но штынат мылкадыд. Малый урод.
А у тебя настроение почему плохое? Турнаны дощачкишко. Косить готовлюсь, собираюсь. Дощачкны – это готовится. Дащ – это готовый. Отсюда газета была «Дащвун», которая сейчас называется «Дечбур», детская газета на удмуртском языке. Да? И вот здесь вот как раз, Алексей, вот вы спрашивали про мылы-укпот. Вот мыл-кыт слово, оно состоит из двух частей – мыл и кыт. И вот это мыл, оно как раз, то есть мыл-кыт в целом переводится как настроение. Но слово и мыл, и кыт указывают на какие-то внутренние эмоции, чувства. Тоже, скорее всего, про настроение, про состояние какое-то. И вот как раз, когда у вас вот из этого слова мыл, мылы-укпот, вот, оно как раз вот в этой конструкции, которую вы упоминали. Мылы-укпот, да, не хочется. Да? Давайте еще одно задание такое самостоятельное надо будет сделать. Значит, Марта, что здесь? Маид шонер, маид мыдлань. Что из этого правильное, что из этого неправильно? Мыдлань неправильно, шонер правильно. Температура дваньки. Ке – это союз «если». То есть он всегда идет в конце, он не может идти впереди. То есть, как вы в русском языке, если перекидываете в конец. Температура дваньки, если у тебя есть температура, то что надо делать, от чего не надо делать. Попробуйте выделить то, что здесь правильно, а что неправильно. То есть вычеркните то, что здесь лишнее. И собери Ваньму Чошескером, а потом все вместе проверим. Ужачком. Даю вам 1,5 минуты. Вы на глаголы тоже смотрите, потому что, может быть, в глаголах еще подвох. Да, может быть, чай с малиной. Ну, может быть. Угу. Учкишком. Давайте проверяем. Эскеришком. Итак, температура дваньки дорад пуконо. Надо сидеть дома, да, причем у себя дома, потому что, вспоминайте, дорам у меня дома, дорад у тебя дома, дораз у него дома, дорамы у нас, дорады, доразы, да. Не забывайте про медузу. Эмьящ доры ветроно. Надо сходить к врачу, да, опять вот эта форма идти к врачу. Идти к кому-то всегда через послелог доры. Ветлуно, от глагола ветлуны, сходить, или регулярность какая-то тоже через этот глагол подчеркивается. Например, посещать школу, это тоже будет через глагол ветлуно, ветлуны. Температура дваньки ураме потаны яра. Да, здесь уже мы вычеркиваем, потому что выходить на улицу нельзя. Да, а здесь у нас было ураме потаны яра. Можно, разрешено выходить на улицу. Следующее. Калык полымноно. Надо идти в люди. Да? Калык – это люди, народ. Пылы как бы в них, в среду однородных. Надо идти, это нет. Калык полы мыноно эвел. Калык полы мынены уяра. Даже скорее запрещено, нельзя. Эшьёсты куное тяну яра. А что-то я не... Сейчас, подожди. Температура... Да, все правильно. Эшьёсты друзей. Это винительный падеж, вот этот ты, который мы еще не проходили. В гости звать нельзя. Куное отины. Куно – это гость. В гости куное. Да, друзей не зовем. Температура дваньки мороженое щионо тоже, да, понятно, что надо есть мороженое, это не приветствуется, когда есть температура, поэтому мороженое щионо эвел, не надо есть мороженое, или мороженое щины уяра, нельзя есть мороженое даже, да. Трос ужанный куле, надо много работать, ну, скорее всего, нет, поэтому трос ужанный куле эвел. Да, трос ужаны уяра, нельзя много работать. Спортзалы ветлуны уяра. Угу. Шонер. В спортзал ходить нельзя, запрещено. Или в спортзалы ветлуно эвел. Не надо ходить в спортзал.
Эмежен чайону. Надо пить чай с малиной. Угу. Что нет? Шишкану яра, мыдлань. Неправильно, да? То есть, ну, надо есть, но умеренно, конечно. Шишканы куле надо есть. Шишконо. Кежит шион шины яра. Что нет? Правильно. Холодную еду есть нельзя. Кежит шион шионо вел. Не надо есть холодную еду. Угу. И в завершении сегодняшнего урока песню мы уже слушать не будем. Вы потом сами посмотрите видеоклип. Поет Валентина Пудова. Кырджа, да, поет. Песня народная Калып Кырджан, но это какая-то лютая обработка этой песни, вот, под Кадышеву. Но сам текст очень забавный, вот, и такой очень, ну, мне кажется, довольно популярный. Смотрите, да, во-первых, посмотрите, какие формы знакомые на сегодняшний день вы видите в этом тексте. Вот пока самостоятельно посмотрите, потом я вам расскажу и перевод тоже. Так, ой да лучком, давайте посмотрим. Ну, давайте начнем прямо вот по куплетам, будем смотреть. Бертоно нивал, милям тача дырья, бертуло нивал. Бертоно, да, это форма «надо вернуться» от глагола бертыны, возвращаться, возвращаться домой. Так, сейчас я напишу, бертыны, да. Возвращаться. Вал – это было, да, вольт, вал, в финском не знаю как, может быть, тоже похожий вариант. То есть был в прошедшем времени, форма есть. Вал очень часто в удмуртском языке используется для смягчения, то есть надо бы, вот, принес бы ты, сделал бы ты, и вот такие формы. Здесь надо бы вернуться уже, надо бы вернуться уже. У нас в такое время уже возвращались. Таче дырья, да, помните, дырья, карантин дырья, во время, таче такой. Угу. Они в паре идут таче с че, такой-сякой. Таче такой, с че, ну, тоже такой, короче, надо посмотреть, по контексту смотреть. Один предмет более удален, то есть там указательное местоимение разное. Вот, но на русский такой оба переводится. Таче в такое время у нас уже возвращались. А, да, Оли. Ну, Оли, да, и в финском, по-моему, тоже Оли. Юоно навал, милям таче дырья, юло навал. То есть здесь, смотрите, в первом случае глагол бертыны, а во второй строчке бертылыны. Тут за счет суффикса «л» многократность, то есть у нас уже в это время возвращались, потому что, ну, это регулярность какая-то, да, то есть надо бы нам вот сейчас нам лично вернуться, потому что в такой момент уже, там, торжества, уже в такой момент обычно возвращаются. Бертылыны. Да, то есть вот за счет, дописался вот так. То есть бертыны вернуться один раз, бертылыны многократно возвращаться. То же самое здесь. Надо бы еще выпить. То есть здесь было не уже, а здесь еще на, еще. Надо бы выпить еще, надо бы выпить еще. У нас в такое время еще выпивали. И здесь тоже, видите, глагол в паре, да, тоже запишу. Юлыны, выпить один раз, и юлыны много раз. То есть опять за счет вот этого суффикса «л» многократность. Шионо навал, милям таче дырья, шиело навал. Надо бы поесть,
надо бы поесть, надо бы еще, да, поесть на. У нас в такое время еще едали, то есть еще на такой стадии еще употребляли еду. Щины и щиылыны, да, то есть тоже многократность. Кырджано навал, милям тачадырья кырджало навал. Надо бы спеть еще, да, и, как известно, удмурты поющий народ, надо бы еще спеть. У нас в такое время еще певали, еще пели. Так, тут вот будет более сложная форма глагола, потому что это второй тип, кырджаны, там будет чуть-чуть другой суффикс. Кырджаны – петь, да, а вот кырджаны само тоже не означает, что вот один раз спеть и все, просто петь, да, а кырджаляны – попевать прям, вот как в венгерском гадгет есть суффикс тоже, кырджаляны. Многократность. Особенно северяне любят вот эти ля суффиксы, их могут даже в один глагол вставить несколько. Эктононавал, милям тачадырья, эктононавал. Надо бы еще станцевать, надо бы еще потанцевать. У нас в такое время еще танцевали. То есть здесь тоже у нас эктыны танцевать, а эктылыны потанцовывать многократно. Кырджалячко, да, можно сказать, кырджалячко. Ну, я вот в ванной, бывает, пою. То есть вот это через, можно на русский, бывает, пою. Душин кырджалячко. Если вы скажете душин кырджалячко, я пою в душе. Душин кырджалячко, я, бывает, что пою в душе. Да, то есть... Немножко есть оттенок, просто на русский не могу корректно, наверное, передать. Джейчшоновал, милям тачедырья, джейчшоловал. Шуыны сказать. Надо бы сказать до свидания, надо бы сказать джейч, хорошо, да, пока, до свидания. У нас в такое время говаривали все, до свидания. То есть, ну, скорее всего, такая песня, как вам сказать, торжественно, застольно уходящая. Угу. Так, шуыны, да, сказать, и шуылыны. Угу, шуылыны. Вот. Песню потом послушайте вместе с текстом, то есть вот здесь как раз та форма... Я здесь ставлю ударение, потому что в песне они ставят бертононивал, милям тачедырьям. В каком слове я поставила на первый слог? Может быть, потому что джечшоновал, нет, не знаю, в каком слове я поставила на первый слог. Первый слог ставится в повелительном наклонении, то есть если надо что-то сделать, то это будет на первом слоге. И в отрицательных формах тоже будет на первом слоге ударение. То есть в удмуртском языке есть такие исключения, когда не на последнем слоге ударение, а перескакивает на первый слог. Вот, это отрицание и это повелительное наклонение. В остальных случаях на последний слог. Есть еще бегающее ударение в местоимениях. Вот. А так... только в зависимости от ритма песни может перескочить. Плюс в северном диалекте, как я уже говорила, там бывает, что на предпоследний слог падает ударение в порядковых числительных и, например, в глаголах. То есть не «мы-нычко мы» скажут северяне, а «мы-нычко мы» на предпоследний слог. Вот. Ну что, смотрите, мы сегодня с вами взяли... опять такую большую очень тему, то есть мы с вами взяли дательный падеж, да, это было самое легкое, наверное, в этой истории, вот, то есть дательный падеж, это у нас суффикс «ly», так, сейчас мы к нему подойдем, вот, суффикс «ly», в простом склонении просто добавляется «ly», в притяжательном мы суффикс «ly» добавляем после притяжательного суффикса. Тоже ничего страшного, не так, как с вокальными.
Дальше, личное местоимение просто заучиваем, иначе нет другого варианта. Вот, запоминаем употребление этого падежа дательного, то есть понятно, что когда кому-то что-то даю, на кого-то направлено действие, это как в русском языке дательный, но такие интересные удмуртские варианты, как употребление для указания цели, объект, который является целью нашего действия, да, или количественная разница, что на год старше, младше и так далее, регулярность после логом БД, ну на вы БД каждый день, или промежуток времени на какой-то промежуток времени, да, кынь ну на вы на 3 дня, или к какому-то конкретному точному времени что-то я делаю. Вот эти вещи все попытайтесь запомнить. Вот дальше конструкция надо, не надо, да, помним, что у нас дательный падеж плюс инфинитив плюс куве, если отрицательно куве will, это первый вариант. Второй вариант дательный падеж и плюс глагол с суффиксом оно, йоно, но. Если отрицательно, мы добавляем еще слово will к этой конструкции. То есть две опции сказать мне надо, не надо и так далее. Вот. Дальше. Здесь у нас была еще конструкция нравится, не нравится. Да? Яра у яра, то есть мы можем заменять его кельше у кельши в значении нравится, не нравится. Можно, нельзя, у нас фиксировано яра у яра. Да? Ничего не будет меняться, как куле, куле вел, яра у яра, глуэ у глуэ тоже, вот, о чем мы сегодня немножко заговорили. Вот. И, значит, гурте уж, домашнее задание, у вас будет следующее. Итак, смотрите, вот надо будет из учебника Мары Малыша, здесь у вас дана ситуация, мыным ужаме кое, мне надо работать, мынам ужаме поте, мне хочется работать. То есть надо из конструкции долженствования сделать конструкцию желания или нежелания, да, потому что здесь вот есть и отрицательные формы. Дальше во втором упражнении дана ситуация. Джуа гор ты, горит красный свет. Мыным божмано, мне надо ждать, мыныны у яра, нельзя идти. Попробуйте для каждой ситуации прописать, что надо делать и что нельзя делать. Да? Вот. И здесь в третьем, как ловить мышей. Метод от Кузьмы, знакомого нам Кузьмы. Значит, здесь надо карзешеттена, здесь слово плюс инфинитив. То есть вам из этого надо сделать форму надо. То есть надо найти его гнездо, карзешеттоном. А удет понаны положить капкан, ловушку. То есть надо положить, вам надо понаны поставить форму с оно, йоно, но. Угу. И дальше. Так. Вот здесь второе упражнение вряд ли мы сможем сделать на самопроверку, поэтому я там, где можно, сделаю на самопроверку, а то, что нельзя, присылайте мне на проверку, хорошо? Вот, потом посмотрите еще. Так, помимо этого, значит, смотрите, на повторение, да, чтобы мы не забывали, так, это я вам сказала, на повторение. Тоже из учебника Мары Малыша, опять-таки текст про Кузьму, как он собрался рыбачить. Чтобы вам было легче, я перевела на русский язык, чтобы вы выбрали правильную форму. Но постарайтесь сначала сделать без перевода, постарайтесь посмотреть в словаре, где-то разворошить свою память. Да? Здесь надо поставить либо исходный падеж «иш», либо входный «э-е-ы», да, тут в основном, тут, по-моему, даже после логи, то есть надо их в правильную форму поставить. Вот, это будет домашнее задание. И последнее, тоже желание-нежелание, надо будет перевести, на самопроверку сделаю, тоже на повторение, то есть я хочу испечь перепечь, мне хочется испечь перепечи. Угу. Вот. И тогда, кто еще не написал текст,
да, описание картинок присылайте, я с удовольствием проверю. А всем остальным, кто сегодня отправил, я вам отвечу. Вот, Тау Баджим, спасибо большое, Тау Виктемдылы. Вот, огня у лыса пумещком. Через неделю мы с вами встретимся снова. Вот, и на следующей неделе я планирую, что у нас будет прошедшее и будущее время. То есть у нас очень все плотно, карантин постепенно снимается, поэтому, чтобы соответствовать нашему экспресс-курсу «Карантин дырья», вот, и чтобы успеть до наступления такого прям настоящего лета, вот мы будем делать так, упражнения и тему брать. Таубаджим, джечлы, утилаштадыс, берегите себя, и через неделю, это будет 27, видимо, мая, мы с вами встретимся, и я вам вышлю в ближайшие дни презентацию и видео урока. Тау, джечлы.